Привет! Сегодня буду кушать мороженое. Как вы знаете, я из Казахстана и из города Усть-Каменогорск. В этот Усть-Каменогорск из города Кукшетау привозят нам вот такое мороженое. Этим занимается одна девушка, блогер. Ее зовут Айза. Она занимается этим мороженым. Они доставляют людям до дома, сотрудничают с разными магазинами и привозят им кукчетауское мороженое. У меня клубничное сегодня, у нее есть фисташковое, шоколадное, сливочное. Уже чуть-чуть подтаяло. Изначально была такая реклама, что сливочное мороженое именно, оно как в советское время, как будто советское мороженое. Я решила заказать, чтобы мои родители попробовали, потому что они всегда, когда мы ходим в супермаркетах, они всегда ищут такое мороженое, и, сливочное постоянно, разные берут, и каждый раз говорят, это не похоже, да, на советское. Они таких в брикетах берут, как масло сливочное, такие мороженые сливочные, и всегда остаются недовольны. То есть говорят, что не похоже на советское. И когда они рекламировали, так сделали, мы заказали, они попробовали, и действительно, они сказали, да, реально, как в советское время. Значит, здесь много молока, и как положено делают. Это очень вкусно, мы подсели, и мы постоянно заказываем. Сейчас у них килограммовые ведерки. Вот ведерко у меня уже заканчивается клубничного. А теперь хочу фисташковое, с дыней, по-моему, есть. В общем, много-много вкусов. Вот. Решила поесть мороженое на камеру, так скажем, сегодня. Еще хочу рассказать. Помните, когда я отвечала на вопросы, там был вопрос, как ты относишься к магическим ритуалам, к карта Таро, веришь ли ты и вообще сталкивалась ли ты с ясновидением, типа такого. В то, что вообще в мире есть люди, которые могут видеть прошлое и предсказать будущее, я в это верю, что есть такие люди с такими способностями. Но не все. К магическим ритуалам я тоже верю. Потому что это просто так, откуда-то, придуматься не могло. Вот, я в это верю. Но я не верю, что могут многие сделать. Я с этим не сталкивалась. Лично я никому никаких ритуалов не проводила, ни для кого. Там не за столом будет сказано, но на вот этих женских днях делают ритуалы, да, всякие. Там. В общем, я никогда не ходила и не делала такого. Кто-то приворожит, чтобы делает, кто-то, чтобы пить бросил. Я не ходила никогда и надеюсь, что я не буду ходить на такое, делать такое, потому что я считаю, что это грех. Человек должен самовольно делать все. И как можно вообще приворожить человека? Это же такое унижение себя. Как можно не любить себя настолько, чтобы ты привораживала парня? Вот так сяду, чтобы вы меня видели. У нас дождь и ужасная погода сегодня. Я такого не понимаю. Но, знаете, я подозреваю, что я оказалась на другой стороне вот этой магии. Приворожили одного человека, с которым я была, так скажем.
Она взрослая женщина, которой, видимо, наплевать, кто будет рядом, но кто-то уж должен быть, и ей нужно было уже рожать и так далее. В общем, я так думаю, но я не оправдываю этого парня, что типа она приворожила, и все, капец, он такой бедняжка пошел к ней. Нет, все виноваты, но я вот говорю, что я оказалась по другой стороне, так скажем. Вот. Знаете, я как-то насчет ясновидения. Карты Таро нет, я тоже не сталкивалась, я даже не знаю, что это такое. У меня было такое. Насчет ясновидения я в это верю. Я даже без ума какое-то время смотрела «Битву экстрасенсов». Кто смотрел, напишите в комментариях. Но я вот, наверное, сколько там, я забыла уже сколько, ну много сезонов я просмотрела. До того, как Мерлин Киро. А после нее еще кто-то был. Ну Мерлин Киро 2 раза участвовала, а потом я уже не смотрела, потому что я как-то наткнулась на видеообзоры одного парня на именно вот эту программу. Он прям по полочкам все разложил, как эти люди обманывают зрителей, как они их манят, в каких местах обманывают, все вот прям показал, рассказал. И я уже перестала верить и, соответственно, перестала смотреть. А так мне было очень интересно. Ну, я их понимаю, конечно, это шоу, нужно держать зрителей. Но я потом перестала смотреть. Но я верю, что есть такие люди, которые умеют то, что они показывали, демонстрировали нам в этой программе, так скажем. И знаете, насчет этого, насчет ясновидения, у нас очень много бабушек, которые дома принимают людей. И предсказывают им будущее. Может, там еще привораживают, что-то, не знаю. И очень часто я встречаю девочек, которые ходили к таким. Хотя бы раз в жизни. К этому числу отношусь и я. Но я вообще таким бабкам не верю. Потому что в детстве, когда у меня был непонятный диагноз, то есть у меня была с печенью проблема, тогда помимо врачей меня родители водили по вот таким бабкам. Они ничего конкретного не говорили, они просто говорили, мы вылечим. И просто лечили непонятным образом. Одна мне ноги мыла какой-то водой, я так подозреваю, обычной. Кто-то мой живот и спину тер медом. Мед еще покупали мои родители. И относили ей. Еще плюс денег платили. Короче, столько денег они на ветер выкинули. Нифига, в общем, в итоге я сама по себе вылечилась. Еще врачи сказали, как это так, пациентка сама вылечилась. Ну, как таковой я не болела. То есть у меня просто некоторые анализы были не в норме, и было непонятно почему. У меня все было отлично. Короче, это до сих пор непонятно. Я к тому, что многие, они очень обманывают людей. По жизненным обстоятельствам мне пришлось пойти. Я нашла такую бабку, спросила у людей, у девчонок,
Вот здесь такие... В общем, сходила, и вообще я осталась недовольна. То есть не потому, что она сказала не то, что я хотела услышать, да, просто она мне как какая-то сестра, тетя, вот так вот рассказала. То есть она мне не сказала конкретно. Я хотела узнать конкретно будущее, то есть в одном плане сказала, как будет, как должно быть, скажите, как вы видите, я вот так сказала. Она говорит, тебе нужно принять вот такое решение. Она сказала, какое, и говорит, а то что скажут люди, что скажут твои соседи, родственники? Так же нельзя. Вот так вот. Я говорю, у меня есть люди, которые так советуют. Я пришла к вам, сейчас заплачу типа денег, и ты как бы должна по-нормальному говорить, отвечать на вопросы, если ты видишь. Если не видишь, говори, что не видишь. Она вот так сказала, повторила это несколько раз и говорит, все типа. Так сделай. Ну, я сделала так. Нифига. Это было неправильное решение. До этого, как я не верила им и думала, что вообще нельзя ходить, это тоже грех, узнавать будущее. Теперь я так же думаю, но уже уверенно знаю, что точно так. Уже реально к ним ходить вообще не стоит. Меня подтаяло уже. Вот. Вот так я бы хотела к какому-то классному экстрасенсу попасть. А насчет карты, с картами Таро я не сталкивалась. Но один раз я познакомилась с женщиной, которая ведет игры. То есть, как это называется? В общем, это игра такая, знаете, игры разума или что, не знаю. И там есть разные виды, короче. И одна из них, одна игра, она говорит, задай себе вопрос в голове, на который ты хочешь найти ответ. Может быть, ты не можешь найти нигде. Я задала этот вопрос, потом она говорит, выбирай карту. Вот там такие карты с рисунками непонятные. Еще непонятные рисунки такие есть, и страшные среди них. Я говорю, да, я задала себе вопрос, она говорит, выбрала карту. И говорит, теперь смотри, что ты видишь? А там стояла девочка в лесу одна, смотрела наверх. Я говорю, девочку вижу, где она? Я говорю, в лесу. А лес красивый или страшный? Я говорю, ну ей страшно. Она говорит, а почему, что она делает? Я говорю, наверх смотрит, ждет кого-то. Она говорит, кого? Я говорю, мужчину. Для чего? Я говорю, чтобы он показал дорогу. Короче, все вот такие вот вопросы она мне задает. Потом в конце она мне говорит, это девочка ты. Ну и расшифровку, короче.
все стало на свои места в моей голове. Она говорит, какой вопрос ты задавала? Я говорю, какой. Она еще раз расшифровала, значит, вот так, так-то, так. Это реально. Реально было это. Кстати, к слову, я и в нумерологию верю. Потому что это, ну это, как сказать, расчет, математика, типа, да, не знаю. Вот, и я чуть-чуть суеверный человек, и меня это бесит. Я бы не была бы суеверной, если бы не мой папа. Мой папа очень суеверный человек. Наступай с правой ноги, надевай с правой. В общем, такое. Мне это не нравится. Но когда вот с детства тебе говорят одно и то же, ты тоже просто не хотя, не понимая, не осознавая того, ты тоже становишься суеверным. Мне кажется, это подтвердят многие. В общем, так, что я думаю о паранормальных явлениях, о людях, у которых есть способности такие. Верю. Верю, но не всем. И ходить я больше не собираюсь. Это был первый и в последний раз. Поэтому вот так, пишите тоже свои мнения по этому поводу, на эту тему. Спасибо за просмотр, спасибо, что вы со мной. Пока-пока.